Ученый – тот, кто много знает из книг. Образованный тот, кто усвоил себе все самые распространенные в его время знания и приемы. Просвещенный тот, кто понимает смысл своей жизни. Лев Толстой. И вновь в эфире «Отрицание отрицания». Спасибо всем, кто сейчас смотрит нас, отдав предпочтение именно нашей программе. Каждый раз, готовя очередной выпуск передачи, меня мучают сомнения. А нужно ли все это кому-нибудь еще, кроме нас, работающих над ней? Ведь в сущности мы говорим о простых истинах. А в наше прагматичное время эти старые истины воспринимаются, к сожалению, как наивное суждение, граничащее с банальностью. И все-таки, может быть, стоит возвращаться к уже достигнутым истинам, чтобы вновь и вновь пытаться осмыслить и переосмыслить их. Ученые-астрономы, рассматривая в телескоп звездное небо, приближают к себе небесные светила и становятся к ним ближе, чем все мы. Так может быть, телевизионная камера – это своего рода телескоп, приближающий к нам события, прошедшие и настоящие, приближающий к нам человека и дающий возможность заглянуть в его внутренний мир. В ноябре 1997 года исполнилось 80 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Наше поколение всегда привыкло отмечать этот праздник как один из шумных, наиболее таких массовых. Традиция эта давняя. Уже первая годовщина революции была отмечена в нашем маленьком Усть-Сысольске, в современном Сыктывкаре, с достаточным размахом. И об этом нам расскажет мой сегодняшний собеседник, историк, кандидат исторических наук Михаил Таскаев. Размах действительно получился очень большой, губернский размах. Что здесь произошло? Ну, начало было как обычным. Парад войск, частей городского гарнизона, демонстрация, кстати, довольно многолюдная, по всему городу, по всем улицам прошлись колонны демонстрантов. Потом все стали расходиться по домам, и тут начались празднества. Руководство города решило достойно отметить этот юбилей и выписало для этих целей из советской аптеки номер 1 городской 6 ведер спирта и 12 бутылей. Бутылок или бутылей? Бутылей все-таки. Ну вот они, значит, и собрались, как бы, отмечая годовщину. Конечно, крепко перепились все как один. И тут начались странные вещи, потому что председатель Усть-Сысольской ЧК Михаил Ляпунов, к слову, бывший анархист, вот он решил как-то захватить, что ли, власть чекистов в городе, возомнил себя очень, значит, диктатором, что ли, не знаю, и объявил о том, что вот власть принадлежит чекистам, собрал свой летучий отряд чекистов и велел им арестовывать всех тех лиц, которые не подчиняются его приказам. В городе установилось как бы двоевластие. Рядовая масса коммунистов, она, естественно, была поражена тем, что происходит в городе, что все руководство пьяное, причем пьянствовали 3 дня. И вот они, значит, воспротивились этому, собрались на какие-то свои собрания, партийные и непартийные, начали выносить резолюции, что, конечно же, не понравилось руководству города, которое, наверное, уже было похмелье, наверное, слегка уже так соображало, что надо делать. Ну и вот верный отряду Ляпунова отряд чекистов решил разоружить городской гарнизон, арестовать всех зачинщиков этих собраний, которые, значит, критиковали пьяное руководство. И в городе начались аресты. Арестовали человек 10, посадили их в тюрьму. Ну а потом все это затихло. Приехала губернская комиссия, которая расследовала все эти события.
Им была дана оценка, что это был произведен переворот в городе. Всех его инициаторов послали на фронт. У этого события ведь была своя предыстория. Это установление, собственно, советской власти в Коми-крае и в Усть-Сысольском уезде в частности. Вот мы находимся сегодня в Национальном музее. За нами экспозиция, посвященная установлению советской власти и гражданской войне. И первые документы, которые здесь выставлены, они относятся к осени 18 года, точнее к лету и осени 18 года, ко времени, когда власть в уезде взяли большевики. Но ведь мало кто сегодня помнит и знает, что советская власть была установлена несколько раньше. Вот об этом рассказ Михаила Владимировича. Дело в том, что советскую власть здесь, в Усть-Сысольске, устанавливали совсем другие люди, не большевики. Это были эсеры в большинстве своем, ну и еще несколько меньшевиков-интернационалистов, или как их называли, социал-демократов-интернационалистов. В январе 18 года здесь стали проводить сразу несколько съездов. Продовольственный съезд, открылось уездное земское собрание, 48-я сессия. Наконец должен был состояться учредительный съезд Советов, на который были приглашены делегаты из всех властей Усть-Сысольского уезда. И вот было принято решение объединить все эти съезды и 17 января 18 года пригласить всех делегатов всех этих съездов на учредительный съезд Советов, чтобы договориться, наконец, кому принадлежит власть в уезде. В это время власть разрывалась между городским советом рабочих, крестьянских, солдатских депутатов и уездной земской управой. Ну и вот 17 января открылся этот учредительный съезд Советов, беспартийный по своему характеру. Единственной партийной организацией на нем была представлена партия эсеров. Было несколько человек. Съезд был действительно общеуездный, на нем были представители всех социальных групп, всех социальных слоев, были и священники, рабочие, крестьяне, солдаты. Все земское собрание прислало свою делегацию, среди которой были, кстати, и несколько кадетов, совсем забыл. Кроме эсеров были еще кадеты, в том числе председатель кадетской группы Иван Петроканский, впоследствии расстрелянный большевиками. И так получилось, что вот 17 января 18 года все они договорились о том, что власть в уезде отныне будет принадлежать советам, уездному совету крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов. Это произошло в январе 18 года. Был избран уездный исполком, в состав которого попало 15 человек, из них только один партийный, это была Евдокия Вежева, эсер по партийной принадлежности. Впоследствии она была заменена эсером Дмитрием Поповым, кстати, священников. В состав уезда исполкома, кстати, попало два священника. Это Дмитрий Попов и Александр Малевинский. То есть советская власть была установлена очень необычная здесь. И действительно, большую роль здесь сыграл священник. Отец Дмитрий Попов, бывший благочинный, здесь ходил в рясе с большим крестом и провозглашал, как говорится, советскую власть. Получается, что советская эта власть в Коми-крае была установлена-то не большевиками. Да, на учредительном съезде Советов были ведь все те люди, которые в дальнейшем разделятся на красных и на белых. Скажем, тот же Степан Латкин, Иван Петроканский и другие, которые в дальнейшем будут расстреляны большевиками. Они все на этом съезде голосовали за власть Советов. Все провозглашали, что отныне верховная власть в уезде и в Усть-Сысольске будет принадлежать Советам. То есть идея советской власти была воспринята всеми слоями общества, всеми лицами, как достаточно разумная, справедливая идея. Но не большевистская, не однопартийная. Да, естественно, поскольку советская власть провозглашалась демократической, с участием всех, буквально организаций, слоев населения и так далее, священниками в том числе, опять же хочу подчеркнуть. Сложилась такая ситуация. Власть принадлежала советам, но на местах советские органы власти волостные не были созданы. То есть там существовали по-прежнему волостные земские управы, которые по положению стали как бы подчиняться совету. То есть такое интересное положение. Ну и чтобы ликвидировать такое несоответствие, в марте 18 года, то есть 80 лет назад,
Открылся первый съезд Советов, тот был учредительный, этот получил название Первый съезд Советов, на котором было принято решение ликвидировать все земские институты власти, то есть создать и на местах волостные советы. На этот Первый съезд Советов были приглашены 81 делегат. Опять же, этот съезд был беспартийным, никаких партийных организаций на нем не было, кроме одной. Это была организация, которая получила название фантастической организации. Вот в губернской печати называли эту организацию фантастической. Она была создана Чоусовым в селе Выльгард, получила название «Общество обновления жизни Коми». Записались туда все крестьяне села под диктовку местного волостного писаря. Зачем она была создана? Очевидно, для того, чтобы Чоусов стал делегатом съезда. После этого эта организация распалась. Но, тем не менее, попала в журнал издания этого съезда и там официально зарегистрирована как вот политическое общество. Такое вот существует у нас. И вот, значит, 23 марта 2018 года открылся Первый съезд Советов, на котором была провозглашена окончательно советская власть, земство было ликвидировано, было вынесено постановление, что только советская власть принадлежит полная и окончательная власть в уезде. Ну и опять же был избран второй на этот раз уже состав уездного исполкома, куда опять не попали большевики. Вернее, один большевик попал все-таки, один единственный, это был Данилов. В основном остальные были люди, сочувствующие левым эсерам, опять же меньшевикам-интернационалистам. Ну и, по-моему, председателем был Мартишев, который был беспартийным. После того, как Первый съезд Советов принял решение о том, чтобы образовывать на местах вот эти вот волостные советы, на местах это было воспринято не с пониманием, как говорится. Кое-где нашлись защитники земств, которые стали активно бороться как бы, с людьми, которые провозглашали советскую власть. Вот наиболее известный случай произошел в Кирчоме, где председатель местного комитета красногвардейского Гичев, который здесь вот представлен как раз его фотография, был вынужден применить даже силу. Как упоминается в документах, началась массовая драка в селе, которая распространилась на целую версту. То есть и дралось как бы все население друг с другом. Одни стояли за земство, другие за советы. Но драка кончилась тем, что победили, конечно, вот представители советов, которые разогнали земство, водворили, значит, свою вывеску на стене волосной земской управы. Отныне она стала называться волосным совдепом. Ну, так продолжалось. Такие события, наверное, были и в других местах. Вот такая у нас была интересная советская власть, установлена весной 18 года, ровно 80 лет назад. И прошло еще 3 месяца, прежде чем большевики в результате переворота захватили власть в Иссысойском уезде. Вот такие вот получились у нас прошлого негромкие страницы, о которых мало кто сегодня знает, а которые стоило бы знать для того, чтобы полностью восстановить историческую картину событий тех далеких дней. Богат и разнообразен окружающий мир, и столь же удивителен мир искусства. Порой в морозные дни мы любуемся нерукотворной красотой и богатством орнамента рисунка Мороза на стекле. Такое же чувство восторга и восхищения испытываешь, глядя на художественное произведение из кости. И отраден тот факт, что в поселке Краснозатонский, что в нескольких километрах от Сыктывкара, живут и занимаются этим древним промыслом молодые и талантливые мастера Светлана и Николай Соколовы. Если в глубокой древности вещи, сделанные из кости, носили утилитарный характер, то сейчас это чаще украшения и ювелирные изделия. Посмотрите на изделия Соколовых, которые экспонируются на выставке «Мастер года 97» Национальной галереи Республики Коми. Традиционная геометрическая орнаментальность
Выполнены гравировкой узоры в виде мелких кружков, зигзагов. Однако Николай и Светлана не только используют традиционные приемы резьбы, но и обогащают их новыми. Лучшие вещи членов Союза мастеров Республики Коми приобретаются Министерством культуры Республики и хранятся в фондах Национальной галереи. В композициях рисунка, резьбы, пластичности линий изображаемых животных в изделиях Соколовых проявляется яркая индивидуальность молодых художников. Работают они с различными материалами. Это и бычьи и оленьи рога, бивни мамонта, моржовый клык, берцовые кости животных. Вот я знаю, что ты, в общем-то, даже по материалу, по фактуре материала, по форме материала уже видишь задуманную вещь. Как тебе это удается? Даже не знаю. Просто что-то хочется сделать, и смотришь уже по материалу, какой взять его, какой удобней. Или вот такой, или такой, чтобы такая работа вышла. На шкатулку один материал идет, на это другой. Для шкатулок вот из животной кости, делаем из мамонтовой кости. Вставки мамонтовые, вот везде, допустим. Используются красители. Это тоже все сплошная кость. Она пропитана насквозь, прокрашена. А такое вот что-то утилитарное, допустим, трубка из зуба кашалота идет. Сейчас его не добывают, его нельзя. Практически его скоро вообще не будет. Он, как считается, очень дорогой материал. Дефицитный. И вот скажи, пожалуйста, ты вот как косторез, какой предпочитаешь материал? Какой ты считаешь самый благородный, самый такой изысканный, самый подходящий для ювелирных изделий, для прекрасных художественных изделий? Ну, самый хороший считается мамонтовая кость, которая сейчас еще, слава богу, есть. У нас мамонтовая кость. И у нас в Коми, и в Якутии там очень ее много. А это благородный. А самый, для меня, вот как для мастера, для работы, самый удобный — это простая животная кость. А чем удобнее? Она, как сказать, меньше подвергается всему, типа там трещин, там проще в обработке. А вот я знаю, что ювелирные изделия из кости желтеют. Скажи, можно избавиться от этой желтизны? Но она же не против желтизна. Другие люди, даже искусствоведы, мне говорят, что не надо белую совсем. Белая похожа на пластмассу. А пожелтела она немножко, конечно, желтизну даст с годами. Но зато она становится как более ближе к благородному. Вот кость, зуб кашалота, мамонтова, она ж не белая. А она чуть-чуть желтая. Даже разных цветов. Вот тут видно, что здесь белая, тут белая, тут желтая. На одном же изделии, даже вот на цельном изделии, она вот тут такое, а тут такое. Это не портит. Это придает какое-то особое даже очарование, да? Да, ну камень ведь тоже вот камень с переливами, там тут темнее, тут светлее. Вот, А тут белая, совсем белая. Тоже, а вот если вот ей прошло года 2, она стала такая, как теплый цвет. матовый, Благородный я называю. благородный. Вот эта ажурная резьба, она ведь особенность именно холмогорских холсторезов. В общем-то, да. Ну, там, Холмогорский, там очень, он самый, как сказать, известный промысел Холмогорский. Самый древний. Еще Петр Первый сам пытался резать. Кто еще? Ломоносов тоже ионные. Ажур считается холмогорский. Это необычный творческий союз. Детство их прошло в знаменитых Холмогорах Архангельской области, известных не только родиной Михаила Ломоносова, но и единственным в России художественным училищем резьбы по кости, где и учились Николай и Светлана. Резьба по кости, это нигде я больше не видела этого.
Так мне это понравилось. Наше северное, русское, родное. Ближе к дому. Не надо никуда ехать. Учиться. Поступила, училась, понравилось. Скажи, пожалуйста, а с Колей вы познакомились в училище? Я училась в училище, а он его закончил, уже отслужил в армии, просто приехал, наверное, там и фабрика была. Наверное, приехал после армии работать на фабрику. Там и познакомились. Я заканчивала училище, он после армии приехал уже работать. Молодые мастера приехали в Сыктывкар и стали работать на предприятии народных художественных промыслов, участвовать на республиканских художественных выставках. На их изделия обратили внимание искусствоведы. А тяжело женщине работать, резать кость? Одной тяжело, одной. Много мастеров знаю, работают в паре, то есть или работает сильный художник, мужчина. Женщин мало я знаю, что по кости это сложный материал, требуется сила. Потому что Коля и работает в основном на станках, на токарном, на сверлильном. Для меня это недостижимо, я не могу справиться с большим станком. Я работаю маленькими инструментами. Самая дотошная работа мне достается, самая скрупулезная. То, что я могу сделать. Мастерской у художников нет, они работают дома. Именно здесь и совершается таинство. И сейчас мы с вами можем увидеть кропотливый и сложный труд ремесленников. А кто лидером у вас является в семье, в быту? В семье, наверное, я лидер. Потому что я указываю, что нам надо в семейных делах, как надо вести дело семейное. Мне кажется, он подчиняется мне, слушает и подчиняется. Вот в вашем уютном доме чувствуется какое-то такое спокойствие, гостеприимство и расположение. Вот как ты думаешь, относится ли твоя семья к тем семьям, где царит любовь, взаимопонимание? Не знаю. Взаимопонимание, да, есть. Любовь. Ну, семьи разные, семьи. Все бывает. Но вот работа, наверное, больше всего нас как-то объединяет. Художники, работая совершенствуя в технике, испытывают радость поиска. Они хотят еще многому научиться и, естественно, мечтают о признании. И главное, чтобы их изделия узнавались. Мы привыкли видеть и любоваться изящными работами из кости, забывая порой об умельцах, создающих их. И мне кажется, что они творят, сами не ведая о волшебной силе своего мастерства. Общаясь с Николаем и Светланой Соколовыми, я поняла, что соприкоснулась с вечным и прекрасным ремеслом благодаря их творчеству.
Снег идет предсказанием назло, вознесен меж землей и небом, и куда только нас занесло, мы с тобой, занесенные снегом, занесенные так, как гуляк непутевых поземкой заносит, и не выйти отсюда никак, и никто нас больше не спросит, или так, как нежданный привет, с почтой посланный вдаль голубиной, вопреки силе мрачных примет, вдруг заносится в окна любимых, пусть возьмется об этом гадать, наделенный могуществом неким, да и то отгадает, когда мы с тобой, занесенные снегом, жили мы, не жалея себя, не трясясь над деньгой и талантом. Нас с тобой разменяла судьба на вот эти снежинки. Да ладно, часто нам не хватало тепла, хотя воздух насыщен был гарью, и нередко с тобою дотла. Не одни корабли мы сжигали, не жалей, жили правильно мы, и, впадая в позорную слабость, мы не станем просить у зимы красных грамот охранных на славу. Предназначена слава не нам, слава Богу, решил я, Бог с нею. Тихо так, что слышна тишина, мы с тобой, занесенные снегом. Эх, сюда бы теперь телефон с ниткой провода, длинный-предлинный, чтоб звук голоса плыл твоего вдоль Арбата над зимней Неглинной, чтоб над тем заповедным столом точно гром среди ясного неба вдруг послышалось в трубке: «Алло!» говорят, занесенные снегом, и в ответ удивленно: «Алло!» А метель за окном прибывает, и становится так вдруг тепло, как во сне, только в детстве бывает. Эти стихи поэт Александр Алшутов посвятил своей жене Вере. В тот день, когда наша съемочная группа приехала в поселок Максаковка, что в пригороде Сыктывкара, дом, где живут Александр Алшутов, Вера Цыкина и их дочь Ксения, действительно был занесен снегом. Накануне, наверное, выпала месячная норма осадков. К нашему приезду Вера уже успела почистить тропинку, ведущую к дому, и занималась обычными для нее хозяйственными делами. Есть такое представление, что пианистки – это изящные женщины, которые должны беречь свои руки. И вообще трудно представить, что они занимаются тяжелым физическим трудом. И прежде чем рассуждать о более тонких и высоких материях, с Верой Владимировной мы заговорили именно об этом. Как ей удается сочетать, казалось бы, совсем несовместимые вещи. Дело в том, что вот это мнение, это неправильное мнение. Просто, видимо, воспитание наше говорит, нам всегда говорит, что вот пианистки, у нее длинные пальцы должны быть, да? Маникюр обязательно. Вообще, честно говоря, во всем цивилизованном мире пианист считается рабочей специальностью. Потому что пианист мало того, что он испытывает физические нагрузки, когда он играет, большой идет нагрузка на позвоночник, потому что мышцы нужно держать. Вот. Мышцы необходимо держать как скакуну, как на коне едет, как наездник. Опора идет, а на пяточке. Ты должен быть весь собран. Позвоночник – это основа всего. Значит, естественно, позвоночник должен быть здоров. Затем эмоциональное напряжение, которое испытывает пианист, тоже японцы на него любят посчитывать, так они подсчитали, что нагрузка эмоциональная такая же, как во время операции у хирурга делает. То есть идет физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка. То есть это не только рабочая специальность, но это еще и какая-то совершенно фантастическая духовная специальность. Это миссия какая-то. Вот, и поэтому представление абсолютно неправильное. А длинными пальцами вообще неудобно играть. Я знаю, у меня была приятельница-пианистка с длинными пальцами, всю жизнь мучилась. Она подбирала так пальчики, да, что казалось, что у нее рука неправильная. Вот. А вообще пальцы нужны для того, чтобы, пусть даже короткие, существует еще кисть и рука, да, и то, что пальцы не соединяют, может душой соединить в итоге, да, вот с помощью и кисть, и локоть тут все участвует. Так что вот я хочу вот по поводу пианизма это подчеркнуть. Вот, а я с работы не надо. Если я лишний раз принесу дрова домой, да, то у меня идет нагрузка. Вот на эту область руки. У меня тут, если пощупать, хорошая мышца, это прекрасно. Пусть она у меня крепнет. Мне от этого
удобнее играть. Я ощущаю, оживляю инструмент, пианиста что делает? Он его оживляет. На мертвые клавиши, белые, черные, зубастые, да, даже страшно вообще не погрузить руку. Вот. Но это же мертвые инструменты. Что такое деревяшка? Там что? Там металл, дерево, да? Вот. Если посмотреть вовнутрь инструмента, заглянуть. А задача пианиста его оживить. Так это же надо что иметь, какую громадную силу души, чтобы он зазвучал. И всегда меня мучило, вот сколько я знаю себя сознательного возраста, особенно после окончания училища, почему у одних пианистов звучит рояль, а у других не звучит. Все, техника, все есть прекрасно. А звука нету, нет музыки. Да потому что будет музыка тогда, когда будет сопереживание. Когда ты перестрадаешь, все прекрасно пропустишь через себя, тогда все это звучит. Будет состояние, это тоже очень важно. Тогда будет музыка. В общем, нам необходимо, как экстрасенсам, просто одушевлять мертвый инструмент и извлекать оттуда живой звук. Я не раз бывала в этом уютном доме, наполненном божественными звуками. И более всего привлекает меня в нем особая атмосфера, располагающая к разговорам о возвышенном. Я поняла, что мне в моей жизни нужна гармония. Причем слово гармония, если перевести с греческого, означает связь, соразмеренность. Если взять человека как такового, маленького, да, человека, взять, посмотреть на небо, на звезды, представить небо, да, там все-таки космос, там не хаос, там порядок, да. Взять нашу землю, матушку, природу. Природа это ведь тоже не хаос, это все очень подчинено законам, правда ведь? Это круговорот существует. То есть природа, она очень органична и гармонична. Но если гармония внизу, гармония наверху, так человек ведь тоже должен быть гармоничен, правда ведь? Это совершенно неправильно, если это будет не так. Вот когда несоответствие, когда он не срастается с землей, когда не задумывается о Всевышнем, да, о мироздании, о звездах, вот тогда у человека плохо живется, и он болеет, и вообще плохо это. Так вот, поиск гармонии внутри себя, это вот самое главное, чтобы человек жил в унисон и с природой, и с космосом. Тогда он будет соответствовать самому себе. А вот уже как выстраивать этот контур, да, вот как выстраивать эти отношения, это уже зависит от души человека, от которого нужно трудиться и работать от душой. Это большой труд. Через несколько минут здесь начнется богослужение для усопших Новоапостольской церкви приходом Аксаковской общины. А пока мы присутствуем на распевке хора прихожан, регентом которого является Вера Владимировна Цыкина. А что касается Новоапостольской церкви, это христианская церковь. Дело в том, что наша музыкальная школа вот уже 2 года сотрудничает с этой церковью. И у нас даже договор заключен между школой и представителями этой церкви. И мы друг другу помогаем. Школа помогает работать с хором. Вот, а церковные наши братья, они приезжают, помогают школе. Учебники. У нас прекрасно сейчас учебники по сольфеджио, все классы. Сам апостол привез, тащил в чемоданах с Калининграда и обеспечил школу вот этими учебниками, которые вообще сейчас нигде не купишь, они очень дорого стоят. Вот. Выпускникам за счет этой помощи мы делаем какие-то маленькие сувениры, проводим свои конкурсы, поощрение учащихся тоже идет за счет этого. Фактически в администрацию я обращаюсь очень редко уже, когда совсем уж плохо, иногда помогают. Все хозяйственные нужды, все это помогает делать церковь. И мы, в общем, очень хорошо сотрудничаем. Вот, но помимо всего прочего, я и член Новоапостольской церкви, я прихожанка. Вот, и даже если бы не было школы, и пришлось бы заниматься в другом месте, в том же новом построенном здании церкви, я бы это делала с большим удовольствием и буду делать обязательно.
ich euch heute höre, dann ist meine Seele ergriffen. Когда я вас сегодня слушаю, то это глубоко волнует мою душу. Es ist in eurer Treue gewachsen und durch eure Dirigentin. Ваши успехи происходят благодаря вашему росту и благодаря работе вашего дирижера. Und darum wächst auch der Glaube immer wieder in uns, in jedem Gottesdienst. И поэтому на каждом богослужении растет и наша вера. У меня есть что сказать моим прихожанам, моим певчим. Вот. И то же самое интересная вообще работа с хором «Сударушка». Там вообще совсем другой план работы. Там народная музыка, бытовая такая музыка. И в ней тоже своя прелесть, потому что народ-то поет песни свои, правда ведь? Вот. И это очень хорошо. К слову сказать, Вера Владимировна руководит хором «Сударушки», а основная ее работа проходит в детской музыкальной школе, где она и директор, и преподаватель по классу фортепиано, и концертмейстер. Во-первых, мы вернемся опять в страну до мажор, да? Поставили кулачки тихонечко, беззвучно. Тут мы на косточке опираемся, пальчик освобождаем, рядышком кулачок поставим тут, умничка, ничего не напрягаем, все свободненько. Ну-ка, попробуйте, проверим. Отлично, хорошая, красивая карета стоит рядышком с лошадкой. Как она качается, хорошо, отлично, молодец. А теперь будем подковывать наших лошадок. Ну-ка, давай-ка. А для того, чтобы было веселее, да? Чтобы, во-первых, музыка должна звучать так очень ритмично, да? Правильно, да? Я потом незаметно буду украшать, да, твою музыку. Хорошо? Ладно? Это просто обыкновенное упражнение, показано для первых пальчиков. Вот, ну просто есть необходимость его украсить гармонически, потому как без гармонии нет жизни и музыки вообще. Да? Пока просто так, просто пальчик просто должен что у тебя? Мягко опускаться на клавишу, да? И ничего при этом не нужно напрягать. Пожалуйста, покажи, лапонька моя. Вера Владимировна Цыкина считает, что совсем не обязательно, чтобы все дети стали профессиональными музыкантами. Главное, чтобы они научились чувствовать законы гармонии внутри себя.
есть гармония? Ты ее чувствуешь? Внутри. Да. Вы знаете, не всегда это так бывает, что если я чувствую, что у меня плохо, я знаю, что у меня тяжелый день, я знаю, с кем-то у меня ссоры, конфликты, я знаю, что плохо, на душе вот бывает плохо такое состояние, да, я всегда ищу минуту немножко уйти в себя, обдумать все, опять поискать взаимосвязь, вот тех вещей, которые произошли за день, да, продумать все, скорректировать и привести в гармонию. Вот это тоже работа души. Это нужно уметь делать, нужно заставлять себя это делать и анализировать обязательно. Потому как если ты будешь плохо делать окружающим людям, своим коллегам, в доме, там, супругу, дочери, не надо плохо делать, потому что плохое всегда тебе же вернется. Надо нести только добро. Вот. И тогда будет тебе хорошо. Гармонию нужно выстраивать самому и уметь анализировать. Не всегда такое бывает, но стараюсь себя корректировать, стараюсь направить себя, найти главное. Потому что даже если взять такую, в чисто музыкантском понимании слова гармония, да, вот есть звук. 2 звука, это созвучие, тоже гармония, да. 3 звука, аккорд. Потом соцветие этих аккордов, это и есть гармония. Но гармонию вне тональности не существует. Что такое тональность? Это тот мир, где мы живем. Да, вот тот настрой, будем так говорить. Так вот обязательно, в конце концов, какую бы музыку, где мы не услышали, вот просто человек, который не занимался музыкой, он даже сам поймет. В итоге все заканчивается на тонике. Тоник — это центр. Значит, необходимо этот центр в себе все-таки находить. Вот, и как-то маневрировать между плюсом и минусом. Ну вот ты живешь, если мы заговорили музыкальными терминами, ты живешь в минорной или все-таки в мажорной тональности? Я живу и в минорной, и в мажорной, но настрой души у меня все-таки в мажоре, я так думаю. Наверное, минор — это тоже неплохо. Конечно, без минора и мажора бы не было. Потом-то вся прелесть музыки, что это бесконечная смена состояний. Минор — грусть, мажор — надежда. Надежда, радость на будущее. Все правильно, это наша жизнь. Это все не зря. Вообще вот об этом можно много говорить. Это все очень непросто. Мы начинаем сегодня концерт, очередной концерт детской филармонии, посвященный музыке, созданной в Вене и Берлине. И даже не только в этих городах, а в этих странах – Австрии и Германии. Так сложилось исторически, что музыка, которая была создана в этих странах, стала замечательной классической музыкой. Она стала основой, она стала вдохновляющим фактором для многих композиторов, многих стран. И все то, что проходят юные музыканты, все то, что мы преподаем в музыкальном училище и даже в консерватории, основано в очень большой степени на немецкой музыке. Немецкая музыка – это, мы условно говорим, немецкая музыка, включая туда и австрийскую, это и Бах, и Бетховен, и Гайден, и Моцарт, и Шуберт, и Шуман. И некоторые из этих композиторов сегодня станут вашими друзьями, если они еще не стали до этого.
Наша детская филармония существует уже 7-й сезон. Мне всегда приятно, что наши концерты проходят при переполненных залах. Много раз начиналась детская филармония, много раз мне говорили, ну что, сделаем детскую филармонию. Проходил первый концерт, а потом после него проходило еще 5 лет. И вновь появлялся какой-то человек, энтузиаст, который говорил, а сделаем детскую филармонию. Это же колоссальная идея, детская филармония. И вновь был один концерт, и вновь проходило еще лет 5. Пока однажды не пришла ко мне Наталья Альбертовна Ляшева, которая сказала, а что, сделаем детскую филармонию? И я уже, у меня отработано это было, а что, конечно, сделаем, ведь дети будут играть, для детей, дети для детей, прекрасно, сделаем, да, замечательно. И сделали детскую филармонию, прошел первый концерт, только я было решил подождать лет 5, как через месяц мы сделали еще один концерт, потом еще один концерт, и вот уже 7-й год мы делаем концерты детской филармонии, это уже 7-й сезон. Нам удалось познакомиться с участниками программы «Новые имена». И не просто познакомиться, а подружиться. Сюда приезжали изумительные, совершенно талантливейшие дети из этой программы. Может быть, телезрителям случалось хотя бы слышать о них, если не их самих. Потому что это действительно, вот не надо бояться этого слова, это гениальные дети. Дети, которые покорили весь мир. Мы задумывали, что каждый наш концерт будут заканчивать именно мастера, или взрослые мастера, или вот такие. И в основном мы придерживаемся, в основном нам удается соблюсти этот принцип. Но финансовые сложности, ведь понимаете, надо пригласить этих людей, надо, чтобы они приехали, чтобы они жили, чтобы они уехали, не просто приехали, а именно прилетели и улетели. Это не все так просто, но тем не менее преодолеваются и эти трудности. И нам нам даже удалось сделать презентацию программы «Новые имена». И не просто, опять-таки, сделать презентацию. У нас уже есть стипендиаты программы «Новые имена», замечательные балалайшники, вот самые первые наши стипендиаты этой программы и так далее. Уровень детского исполнительства заметно вырос. Когда мы начинали первый концерт, я помню, мы уговаривали, выступите, а вы выступите, а вы выступите. И вдруг уже со 2-го концерта мы уже никого не приглашали, они уже сами пришли. А на 3-й концерт был конкурс. А сейчас за право играть в концертах нашей филармонии просто соревнуются очень и очень многие юные музыканты. Скажите мне, пожалуйста, кто такая Лиза? Кто она вам, кто она мне? А вот представьте себе, 2 века назад
посвятил музыку некой Элизе Людвиг ван Бетховен. Тот самый Бетховен, который представляется нам мощным титаном, борцом, автором апассионаты, автором лунной сонаты, которая только начинается вот и так лирически, так медленно, а потом она становится бурной и страстной. И вдруг мы здесь, в этой пьесе, видим Бетховена совсем другого, влюбленного, слабого, беззащитного. В музыке, которая посвящена Элизе, это совершенно не хитрой пьесе, которую может сыграть маленький ребенок, мы вдруг видим робкого человека, который не решается что-то сказать. Мы услышим в музыке какие-то остановки, когда, знаете, вот влюбившийся человек, вот у него вертятся слова, но он не может их выразить сразу. И вот ребенку, девочке Елене Маевой, мне кажется, удалось передать, ребенку удалось передать эти вполне взрослые чувства, которые знакомы любому человеку, потому что я не верю, что есть кто-то, кто никогда не влюблялся, кто не испытывал робости перед предметом своей любви. И мы, слушая эту музыку, рисуем себе образ Элизы. У каждого из нас есть, была или будет своя Элиза. И я думаю, что, слушая эту музыку, вы поверите мне, я прав. Весенняя песенка Моцарта. Эту песню знают во многих странах. Это песня молодого, совсем юного Моцарта. Я не знаю, долго ли он писал эту пьесу, но я знаю, что он никогда подолгу не сочинял такие произведения. Скорее всего, этот гений, этот образец совершенства музыки вот просто сел и создал эту песню, песню про весну. Даже если бы эта песня исполнялась на немецком языке, на английском, на французском, на китайском, на хинди, на суахили, все равно эта музыка рассказывала бы о весне, потому что музыка эта наполнена вот этим весенним воздухом, этим высоким небом, этими вот-вот готовыми проклюнуться почками. И когда мы слушаем эту музыку, мы представляем себе весну. Нам не обязательно знать слова, но в данном случае мы слышим и слова.
И мне кажется, вот эта Катечка Лесота, вот эта маленькая девушка в розовом, девочка в розовом, очень точно передала язык Моцарта. Когда я слушаю вот этих малышей, даже их несовершенное исполнение, я испытываю совершенно вот, знаете, какие-то вот, какое-то невероятное чувство, вот броситься, схватить их, вот обнять, вот жамкать, ну, я не знаю что. Потому что мы все должны понимать, талант – это очень редкий дар. Это весна наступает каждый год, а талант наступает не часто. Вот он вроде как цветок, ведь его очень легко можно затоптать, иногда просто одним словом, иногда просто зевком. Я знаю даже такие случаи. Просто зевнул человек, преподаватель, и ребенок ушел из музыки навсегда. Вот. И детская филармония нам дает возможность поверить, что мы не так уж несовершенны, черт возьми. Мы вот с нашей этой несчастной, не всегда радостной жизнью все-таки имеем какую-то надежду, потому что вот эта травка, она растет. Раз она растет, она обязательно вырастет. И верю я, что мы будем, может быть, даже не через очень долгое время, по пояс ходить вот в этой траве. Приди, весна, и снова мы с рощей оживут, под шум ручья лесного фиалки пусть пускай на солнце месте разбудятся вечера, мы станем петь песней по рощам и лугам. Хотим, чтоб рощи эти цвели опять пышней. Веселый май, мы дети, зовем тебя скорей. Пусть солнце травы сушит, сверкает тихий пруд. Пускай кричат кукушки и соловьи поют. Я, например, очень доволен, что такая филармония существует. Это возможность доверительно поговорить о музыке. В принципе, мне, например, этого не хватает даже в музыкальном училище, где я преподаю, и где только этим и занимаюсь, что говорю о музыке. Мне очень интересно и очень любопытно у людей, которые по существу случайно пришли на детскую филармонию, вдруг в их пока еще тусклых глазах, в которых чуть-чуть светится интерес вот просто какому-то дядьке с бородой, который вышел, вдруг зажигается какой-то интерес к музыке, когда они реагируют на шутку, когда они вдруг убеждаются, что подождите, а ведь серьезно эта музыка, это вовсе не какое-то загадочное явление. Вот взял композитор Моцарт и намазал хлеб с маслом. А мы, которые живем спустя 200 лет, и видим, и слышим, как это произошло, потому что и мы знаем, что такое этот вот бутерброд. И восхищаясь юмором вот этого серьезного человека, или слушая шутку того же Баха, мы вдруг видим, что эти композиторы близки нам, что наши чувства, наши горести, наши размышления совпадают с их размышлениями. Просто мы не умеем так выразить, чтобы это стало интересно и через 200 лет. Господи, подчас неинтересно даже вот в эту секунду то, что мы говорим. Но это мы-то показываем самых великих людей, сливки сливок этой музыки. И вот во имя этого существует наша филармония. И, честно признаюсь, это и делает меня счастливым в этой жизни.